После очередного инцидента на кыргызско-таджикском участке госграницы у депутатов появился еще один повод не только подвергнуть критике деятельность Кабмина, но и поставить вопрос о вотуме недоверия системе исполнительной власти. Но поскольку Кыргызстан – это страна с парламентской формой правления, возникает вполне закономерный вопрос. Какова тогда роль самого Жогорку Кенеша, если что бы ни произошло или случилось, все шишки валятся на правительство? Парламент не может сам идти вмешиваться в эти процессы. Парламент может лишь контролировать, как исполняются решения. Парламент может помочь выделить определенные денежные средства. Парламент может заслушать, какие есть проблемы у самих пограничников, у населения, которое живет на приграничной территории. И для того, чтобы парламент был тоже ответственен в решении конфликтов на границах, надо нам полностью менять систему государственного управления. Вот только эксперты остаются непреклонны. По их словам, при решении острых проблем парламент и Кабмин должны быть как одна команда, вместе искать пути предупреждения конфликтов и варианты выхода из неудобных ситуаций. То есть нужен системный подход. В противном случае любая полезная инициатива так и будет оставаться лишь на бумаге, под звон пустословия. Парламент должен отличаться от базара. Понятно, что они там провозглашают, что они элита. Но в любом случае, если на базаре просто люди могут что-то обсудить, то в парламенте все-таки они должны принимать какие-то решения. Никаких решений, кроме того, что закрыли в Баткенской области казино в свое время, да, где люди хоть как-то зарабатывали, больше, в общем-то, ничего и не было сделано. Вопрос должен решаться системно. Ведь скоро из-за тяжелейшей социально-экономической ситуации в приграничных районах, скоро там останутся только наши пограничные посты. Поэтому еще раз хочу сказать, что парламент должен от слов перейти в дело. В то же время есть моменты, когда исполнительная власть должна действовать самостоятельно и не дожидаясь советов со стороны. Однако чиновники не воспользовались имеющимися у них механизмами, чтобы предотвратить очередной конфликт на границе. И в этом эксперты усматривают признаки банальной халатности. Министерство иностранных дел понаоткрывали посольства в Европах, в сытой Европе, в Америке и так далее. В посольстве Таджикистана 5 человек работают. Всех половина нужно направить в Таджикистан и Узбекистан, пока МИД не решит вопросы с границами. Когда у дипломатов не хватает мозгов, начинают говорить пушки и стрелять автоматы. Поэтому главная вина в этом – это политика Министерства иностранных дел и министров иностранных дел. Профессионалов, послов надо направлять и в Таджикистан, и в Узбекистан. И в ближайшие 3-4 года эти дипломаты там проблему решат. Безусловно, и парламент, и Кабмин должны действовать сообща, а не критикуя друг друга. Вот только гражданские активисты выступают за то, чтобы обе ветви власти при решении приграничных проблем обеспечили прозрачность и открытость работы комиссии по делимитации и демаркации линии размежевания, предоставляя СМИ исключительно объективную информацию. На деле же получается так, что каждый второй вопрос по границе имеет статус, не подлежащий разглашению. В результате резонансные темы рассматриваются за закрытыми дверями, а это приводит к еще большему недовольству населения, для которого важно не то, кто и за что больше несет ответственность, а то, как можно остановить конфликты с соседями, чтобы жить спокойно на своей земле. Медребек Мамбеталиев, Нурмухамед Абдумаджинов, новости Ош Перим.